Всем привет! Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Оля, слушай, ты не знаешь, как проснуться, если ты утром не слышишь будильник? Ну, например, сменить его на инновационный. Есть такие будильники, которые напевают тебе утром мелодию. Есть, которые будут тебя в правильную фазу сна. А есть тот, который замолкает только тогда, когда ты встаешь на пол. А есть такой будильник, который дает тебе леща и скидывает с кровати? Ну, не знаю, может быть, такой уже изобрели. Давай-ка посмотрим нашу традиционную рубрику «Do IT». Всем привет в этом чатике! На связи Макс Илонов. И мне, как обычно, уже не терпится рассказать вам, какие новинки вышли на рынок современных технологий на этой неделе. Сегодня я расскажу вам о результатах церемонии награждения в сфере видеоигр. Лучшим на данный момент, по словам разработчика, в видеорегистраторе. И, естественно, куда ж без него, нового телевизора от компании Xiaomi. Браво, браво! Ну что, погнали! Компания BAFTA провела церемонию награждения в категории видеоигр. Мероприятие прошло в онлайн-режиме из дома директора Дара О'Бриена, а номинантам пришлось записывать видеообращение на случай победы. Больше всех призов получили игры Outer Wilds и Disco Elysium. Последняя удостоилась награды как лучший дебютный проект студии, а также за музыкальное сопровождение и сюжет. В свою очередь, Outer Wilds окрестили лучшей игрой года, а также дали призы в категории игровой дизайн и лучший новый IP. Ну что ж, вернемся к гаджетам и посмотрим на видеорегистратор Philips CVR-108. Устройство имеет пластиковый корпус, необычную круглую форму, дисплей на 1 дюйм и камеру на 12 мегапикселей. Она умеет снимать видео в формате AV с разрешением HD или Full HD. Угол охвата составляет 130 градусов. Встроенной памяти в устройстве нет, поэтому придется докупать карту microSD. Philips CVR-108 может похвастаться встроенным динамиком, микрофоном, а также датчиком движения, который активируется после парковки машины. Питается регистратор от сети через порт microUSB. Цена устройства $110 США. Компания Xiaomi представила новую модель телевизора Mi Fullscreen TV Pro. Речь идет о 75-дюймовой версии. Новинка получила дисплей с разрешением 4К, частотой обновления 60 Гц и поддержкой 8К видео. Работает устройство под управлением 12-нанометрового 8-ядерного процессора Amlogic в паре с 2 гигабайтами ОЗУ и встроенным накопителем на 32 гигабайта. Телевизор поддерживает технологии Dolby Audio, DTS HD Sound и фирменный голосовой ассистент Xiao AI. Он также может выступать в качестве центра умного дома Xiaomi. Естественно, работает новинка под управлением операционной системы Patchwall 2.0. Продажа телевизора стартует в ближайшие дни. За него придется отдать $846 США. Мне за эту разработку такую премию дадут. О. Что же, это все техноновости к данному часу. С вами был Макс Илонов. Держите батареи своих гаджетов в тонусе. Всем пока! Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И рад вам представить гостя нашей студии. Это белорусский артист и продюсер, лучший исполнитель 2019 года Юзари. Как заработать миллион? Хоть сейчас. Почему пол мокрый? Дождь. Произнеси любое заклинание. Я заклинаю тебя сейчас. Кто самый остроумный? Харламов. Юзари. Белорусский артист, композитор и продюсер. Представитель Беларуси на конкурсе Евровидения 2015 с песней «Тайм». Лучший артист 2019 года и обладатель премии «Песня года Беларуси 2019». Юра, привет. 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 Юра, мы тебя позвали сегодня, потому что у тебя есть крутой инфоповод. Выход твоего нового трека «Вайп». Да? Да. Расскажи, пожалуйста, про Не него. вейп, а вайп. А я сказала Да. вейп? Нет, все, просто многие путают. Да? Ну, типа, что курят и что такое вайп. Расскажи, пожалуйста, про этот трек, как ты его написал и почему он не на белорусской мове. А что, надо было Ну, по-белорусски? ты же ассоциируешься с музыкантом, который, ну, так, знаешь, топит за белорусский Да. язык. Да, и
всегда готов. Ну, слушай, на самом деле и трек очень так спонтанно получился. И он немножко отдалил выпуск нашего английскоязычного альбома, который создавался вместе с «Подякой сердца». И мы решили его выпустить, и все-таки там мелодика русская, и там никак не может быть мова, и там никак не может быть... Ну, может быть, английский, может быть. На каком тебе языке лучше поется и пишется? На белорусском? На белорусском. На белорусском? Однозначно, да. А с чем это связано? Ты Ты больше на белорусском языке разговариваешь в повседневной жизни? Повседневно нет, просто мне больше зручно размовлять на мове, конечно, и спевать на мове, и так само писать. Я ніколи не писал словы по-российски, ніколи. А расскажи, пожалуйста, поподробнее, о чем песня вообще, кто-то из телезрителей, может, Вайб, пропустил. мой вайб — это такой достаточно драйвовый трек, который... вайб, как бы вибрация между нами, это, можно говорить с таким старым языком, это химия между нами, да, все, что у нас происходит, и он стался, кстати, очень актуальный к этому времени, потому что, по-моему, сейчас все вы там, мы здесь, и поэтому не надо терять в качестве общения, нельзя терять вот эти вибрации, стараться, по крайней мере, сделать все возможное для того, чтобы мы были все ближе друг к другу. Вот как бы получился, что мой вайб — это и есть тот самый вирусный трек, который очень вирусный. Тот самый вирусный трек, который очень вирусный. Мудрость дня от Юзри. Повшикайте на меня. Скажи, пожалуйста, ты снял клип и вдохновился скульптурой Аполлона? Да. Я не похож, нет? Ладно. Частично? Меня рисовали. Нет, в молодости. Как-то такая просто была история, когда я первый раз вышел так на сцену, когда было, по-моему, в цирке, «Новая волна», был отбор. Ну, я так приехал попробовать, и потом везде написали, что «Лучезарный Юзари». А Аполлон в переводе, если Википедию просто кто-то может открыть, там написано «Лучезарный». И так совпало, что мы на самом деле пришли вообще купить скульптуру Давида, но, так решили, но стоит Аполлон. И я понимаю, что вот оно, вот это то самое, что должно быть облито. Смотри, съемки клипа проходили в Краснодаре. Почему именно этот город выбрали? Очень все просто. Все ребята, с которыми мы работаем, все музыканты, которые у меня, они все с России. Один с Ростова, другой с Краснодара. А во-вторых, вся съемочная команда была тоже с Ростова, с Краснодара. Как-то все собрались, которые готовы были вот сейчас, давайте сделаем быстренько. Все оказались свободными, и было проще мне прилететь, чем всех сюда тащить или искать ребят, которые заняты здесь. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях белорусский певец и продюсер, лучший исполнитель 2019 года Юзари. Вот мы только что посмотрели твой клип. Скажи, пожалуйста, для чего ты перекрасил волосы? Барабанщику этому басисту. На самом деле, я очень сам хотел перекрасить волосы сам себе, потому что я уже что только с ними не делал. Потому что у меня я был и салатовый, я был и красный, был и синий, был и черный, был и с афро, и с дредами был. То есть мне все. И я такой, знаешь, люблю все поизменять. Эксперименты. Да, и даже под ежик был. И тут, короче, решили, что у барабанщика очень длинные волосы. Давай что-нибудь сделать. Но они просто, русые, и он ими мотляет, и можно было бы хотя бы одну полосочку белую сделать. И он, так как никогда не красил, я это все впечатлял ему на память. Получилось здорово. А второго у него были и так белые волосы, а мы его покрасили в фиолетовый. А вы остались друзьями? У меня такой вопрос. После этого Конечно. А ты знаешь ли, так ты красишься в этот, ты в этот? Нет, я нормально. Я понимаю, что их красят, а я говорю, покрасьте меня, пожалуйста. А меня боялись, потому что, кучерявый еще мало ли что-то, какая-то пойдет реакция, еще надо будет долго времени там еще перекрашивать. А почему долго времени перекрашивать? Побрился на лысо, и все, и вот тебе. Такой вайп. Да, мой вайп, я чуть-чуть вайпанул.
Только они должны отрасти, тут есть как бы минус в этой истории. Ну, это потом, а потом ежик, потом горшочек, потом еще что-нибудь. Ну, там шляпу поносишь, ну. Тарелочку выставил. Да. Смотри, Юра, ты тоже приложил руку к созданию клипа и полил краской бюст Аполлона. Так изначально планировалось или на ходу вы решили как-то? Нет, мы изначально хотели, мы прям купили краски, чтобы прям его полить. Сама идея в том, что как бы прикоснуться к прекрасному, причем не жалея этого. То есть и не бояться никаких таких что-то испортить. Надо все равно быть смелыми ко всему, даже к искусству. И, наверное, это такой подпризыв, что ли, к белорусам. Мы хотели еще у тебя спросить, какие истории остались за кадром, да? Мы знаем, что ты бьешь операторов, да, ногами. Но, Ну, я жестокий. шутка. Ты в процессе Там съемок разочек камеру выбил камеру, да? Да, я ударил камеру, но у меня часто это бывает, потому что я немножко не чувствую расстояния вот этого вот. Ну, и надо было все-таки, когда, знаешь, еще страбы бьют, и у тебя в глазах вот это все, и, естественно, можно и ударить кого-то. Давай чуть отвлечемся от клипа. Ты получил награду в рамках премии «Песня года Беларуси», лучший исполнитель. Как ты к этому отнесся? Ну, что-то поменяло тебе или ты как бы спокойно относишься? Корона, может, какая-то прилетела на голову. А что, не видно? Видно. Видишь, я как кучерявый. Да, видно. Кучерявая Видно чуть-чуть. корона. Не могу сказать, что там... Ну, слушайте, я и так могу, там, знаешь, ну, типа... Да у меня давайте этих мне, у меня этих наград, наград, да, вообще, у меня там целый подвал их. Ну, типа, нет, я, Ах, ты даже конечно, в мне это... подвале награды хранишь. У-у-у. Компот или Причем с заключенными музыкантами и операторами. Да. Я не знаю, что сказать. Ну, в общем, это приятно в любом случае. В любом да? случае приятно. Спасибо всем. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях белорусский певец, а также продюсер, лучший исполнитель 2019 года Юзари. Юзари, всем нашим гостям мы предлагаем немножечко поиграть. Сейчас. Почему немножко? Немножко? Ну, немножко. Ну, не всю же программу играть. Сейчас я тебе предлагаю посражаться с машиной. Машина — это будет телефон, а ты, как в фильме «Терминатор», как героиня Сара Коннор, будешь сражаться тоже с машинами. Ну, хочешь, можешь делать это так. Интерактив называется «Шазам versus Юзари». Юзари, правила предельно простые. Мы включаем Шазам, и кто из вас быстрее угадает мелодию, тот и молодец. Готов? Хорошо, давай. А потом выпускаем приложение Юзари. Да. Если ты выиграешь Шазам. Мы удаляем Шазам и включаем Юзари. Итак, мы готовы? Поехали. Little Big. Все, Uno. ты отгадал, да. Есть. Да. Все. Шазам Uno, да. подмораживает. Да. У нее Шазам? третий iPhone. Нет, Шазам на самом деле был намного медленнее. Я даже удивилась. Я думала, что он быстрее как-то отреагирует. Да? Да. Ты победил. Я победил. Есть первый балл, все. Первый балл есть, да. А сколько всего? Много. Итак, поехали. Следующий трек. Ночью уснуть не могу никак. И пришла я на техно, чтобы... Шазам уже Нет, сработал. это точно нет. Что це? Это «Плачу на техно». Это На кого? крем-сода и хлеб. «Плачу на техно». крем-сода. Ты не плакал на техно? Нет, не плакал. Это тренд этого, Тренд? тренд Да? этого Серьезно? сезона. Да. Блин. Ну, закончится наша программа. Да. Послушаем вместе. Хорошо? Все вместе послушаем. Все. Поплачем на техно, как говорится. Ага. Итак, Дальше. следующий трек. Так страшно себе признаться, Нави, что ли? какой Нави, ты на да. самом деле. Шазам был чуть-чуть... Быстрее? Да, быстрее. Ну, давайте по А. полбалла. Мне кажется, полбалла. Нави он сказал раньше. чем Нет, там я загорелся. следила. Всё. Да. Ну, давайте по полбалла. Полбалла Юзари. Давай из-за тому и тебя тому тоже. один просто. Хорошо, давай, уговорил. Итак, следующий трек. Поехали. Порш. Да, а песня как называется? Оптимист, Как наверное. это? Нет? Малолетка, да? Малолетка, да. Да, молодец. Ну, чуть-чуть Если бы я не смотрел тренды Ютуба, я бы вообще не отгадал вообще точно. Ну, сказал бы просто Коршун, что Мгм. его... легко. Манера сразу. Да. Поехали дальше. Заряжай, выше Зиверт. неба Молодец. свой Видишь? полет. А какая песня? Жизнь легким сделай Я не сам. помню, как песня называется. Заряжай,
Паруса. Паруса, да? Ну, Нравится Зиверт? да, клевая. Да? Клевая. Итак, поехали дальше. Что за Восток? Долина, чудная долина. Где вы берете эти вести? Если бы вы видели глаза Юзари, я так давно не видела, чтобы люди удивлялись. Это же... таджик, который мечтает быть в Дубае? Это, да ну не совсем, это же трек из 2000-х, прям все под нее колбасились. Особенно ты я в где 8 была лет. в то время? Мы же с тобой Летать. ровесники, ну ты должен был как-то это услышать, нет? Там в степи на ослах ездили и колбасились под эту песню. Итак, последний трек послушаем. Давай. Мой вайб. Сейчас посмотрим, проверим тебя. Допитый океан, топит тебя руками найти, достать, Да, Видишь, да, батюшка. круто. Получилось, да. достать. Молодец, все получилось. Мне кажется, и фотография твоя есть, да? Да. Классно. Мозги расплюснуло, знаешь? Ну, как говорят, что ты кровь по стенке размазал. Смотри, получилось, мне кажется, все отлично. Ты почти совсем справился. Ну, на самом деле невозможно знать все музыкальные композиции. Особенно вот Нам. Особенно чудную свою. долину. Да, особенно свою, да, ты выиграл, мы тебя поздравляем. Дякую. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях белорусский певец, а также продюсер, лучший исполнитель 2019 года Юзари. Юзари, как ты считаешь, что сейчас самое главное в популярности артиста? Это выпускать новые треки, клипы, может быть, как-то хайповать на чем-то, получать премии, просмотры на YouTube. Угадывать Шазам. Это идеальненько. Мне кажется, сейчас самое время отвлечься от концерта, то есть наша ситуация всем позволяет, да, в принципе, и посмотреть немного шире, посмотреть в сторону онлайна и просто передумать свое отношение к публике, как контактировать и искать какие-то новые интересные ходы, я не знаю, новые какие-то форматы. Скажи, пожалуйста, а что для тебя мерило популярности? Это ты смотришь по тому, сколько людей приходит на концерты, либо ты отслеживаешь какие-то, ну, допустим, ты выпустил клип и смотришь, о, 1 миллион просмотров, я популярен. Для меня мерило это когда есть проблема какая-то, или есть какой-то вопрос, или какое-то нужное решение, или нужно что-то сделать, какой-то шаг для того, чтобы сделать, там, не знаю, мир лучше или там кому-то помочь. И когда артист об этом говорит, его публика вся реагирует на это. Вот это и есть, наверное, мерило. А то, что сколько там подписчиков, лучше у меня будет 100 преданных людей, или там 10, или даже 2 человека преданных, нежели 1 миллион пустых, которые не знают, что тебе, для чего ты им нужен. Смотри, а давай поговорим о критике. Вот в век социальных сетей каждый второй стал музыкальным критиком, и по-любому, я думаю, прилетают какие-то негативные комментарии. Как ты с этим справляешься или борешься? Музыкальные критики в мою сторону? Да. Хейтеры эти все, тролли, я не знаю, это как угодно их называть, но они меня не касались моей музыки, потому что, в принципе, единственное, только вайп вот немножко коснулось, что начали сравнивать это с Марув. Это первый раз за всю историю. То есть за все существование, там, назовем так, бренда Юзари, да, и до этого момента ничего вообще такого не прилетало. Привет, Марув. Я уверен, что Марув сама знает, что ее тоже, наверное, обвиняли, что она на кого-то тоже похожа. Это стандартная ситуация. Это вообще, это даже забавляет. Но это вот я впервые с этим только столкнулся. Ну, то есть ты ничего не отвечаешь? Если есть доказательства, если есть какие-то прям нюансы профессиональные в плане какие-то там, да, то я обязательно отвечу. Если это просто в какой-то вброс, да, это вообще там фейк. Меня вообще думали, что я украинец. Как там сказали? Украинские... Украина полна талантом под моим видео, типа. Ну, такое. Ну, я и еврей, я и поляк, я и Ты белорус, международный человек. и цыган. Ассорти. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то... Смузи. Что? Смузи?
Музыкальный смузи. Музыкальный смузи. Были ли какие-то смешные казусы у тебя на выступлениях, на концертах? Ну, естественно, фонограмма отрубалась. Ну, то есть минусовка. Мгм. И что ты делал в такие моменты? Пел акапельно. Акапельно? Да, это было в Дворце спорта, по-моему, был какой-то выпускной, по-моему, у учеников. И я выступал, отрубилась минусовка, то ли пошла не та, то ли... Ну, короче, Мгм. полностью. И в итоге я просто начали петь все вместе Куполинку и заводились там. То есть, прям такое прям получилось, как будто это получилось так специально. То есть, такое было ощущение. Я первый раз слышу, чтобы под Куполинку можно было заводиться. Я тебе больше скажу. Как в Германии я выступал для русской... Ты про это? Отвечай, хорошо. Больше скажу, что в Германии это под мою версию Куполинки. Мгм. Мы вместе танцевали с африканцами. Классно. Вот так. Лезгинку. Да? Да. Под Куполинку танцевать... Хаванагилу, прости. Хаванагилу, отлично. Ты все-таки музыкальный смузи, да. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях белорусский певец, а также продюсер, лучший исполнитель 2019 года Юзари. Юра, мы предлагаем тебе с нами немножечко поиграть, и интерактив называется «На ковер». Достаточно часто некоторые исполнители пренебрегают написанием своих песен и исполняют кавера на композиции, которые когда-то уже пели другие исполнители. Твоя задача сейчас будет послушать трек и понять, кто поет и на какую песню этот кавер был сделан. Да. Понятно. Да? Послушаем тогда, пожалуйста, нам первый трек. Ты так любила яркие цветы, что по ним как бабочка порхала, и даря Кавер на поклонникам Меладзе. А кто поет? Все верно. Вообще не знаю, кто это поет. Он, знаешь, он такой неидеальный мужчина. Таких много. Но Он снимался в фильме «Неидеальный мужчина». не знаю, нет. Ты не смотрел, да? Мгм. Слушай, он работал в Black Star Крид? банде. А как его зовут? Егор Крид? Егор Крид. Все Да, правильно. да. Это Егор вот он Крид. Да. переделал Меладзе. Да, перепел. Прикольно. Ну, ты сказал неправду. Итак, слушаем следующий трек. Песен еще не написаны. Сколько? Ну, понятно, Скажи, ты кукушка. кукушка, А кто поет? А кто поет? пробой. Ой, что-то знакомое. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать. Боже, кто ее только не или пел? гореть звездой. А у нее самые, скажем так, индивидуальные права на исполнение этой песни, которую передал ей сын Цоя. Она так же, как и ты, ездила на Евровидение только от России. А Гагарина, что ли? Это Да, Гагарина, это Полина Гагарина. Ну, ты, конечно, молодец. Вот так вот. Прикольно. Итак, послушаем следующий трек. Кто-то сказал мне, что твой новый парень похож на девчонку. Зачем я поверил? Зачем ты повелся, что мой новый парень похож на девчонку, похож на девчонку? Так, кто подбирал песни вообще? Это Иди что-то- сюда. Это что-то Я из тебе объясню. неизданного Я группы тебе объясню, Дюна. что такое музыка, да? Нет, я не знаю тоже. Вообще, вот даже не то, что 0, это минус. Я не понимаю. Итак, это Потап, певец, Ага, перепел песню группы The Killers. Вот так. да. Ну, я не знал про это. Давайте послушаем. Ну, так Давай. вот, вдруг мало ли что. Ну. Тебе пригодится. Ну, естественно. Это ты знаешь, да? Да, это знаю. Я не просто... Прикольно. Прикольно. Итак, давайте послушаем следующий трек. Давай. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, собрала всех своих подружек. Я узнал. Знаешь? Да. Оригинал я только знаю. Знаю, ты меня не забудешь. Я И мелодия такая же? Нет. Нет, А, просто слова более только. Да, веселая. слова. В оригинале Да-да-да. более ритмичная будет. Да. Но ее ты 100% эту знаешь, оригинал хотя бы.
прям... Так а что, это какой-нибудь «Руки вверх», я не знаю. Да. Да. А песня, она такая вся, Ну, типа... а как же... Ручки или что, да, или что? Ну, Смотри, ты учебу сегодня прогуляла, взрослее стала, и учебу уже 18 прогуляла. мне уже? Да, Это да, вот да. эта песня сейчас Да, перейдет? это да. Молодцы. А кто Это ее исполнял? эстонец какой-то. А исполнителя не узнал? Ну, какой-то из этих, вот, которые так все время поют. Они сейчас все Это поют. блогер, его зовут Нечаев. Ребят, его поздравляем я всем предлагаю, вот, на самом деле, просто исполнителям делать какую-нибудь приложуху, где просто все поют вот так. Вот, знаешь, была мода, когда девочки всегда делают губы, а парни просто, они так разговаривают. Я буду так петь. Приложуха у кого? Все, и вот все. Так это же идеально, да? Оп, и сопоставились. Это Да, у настоящие одной пары. губки так, типа. Она изображает, а он так поет, Да, типа, разговаривает. и всё. пестики, тычинки. Ну, мне кажется, по-моему, это было весело и интересно. Не, очень клево. Да? Здорово. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях белорусский артист, а также продюсер, лучший исполнитель 2019 года Юзари. Юра, ты еще и продюсер. Что у тебя новенького происходит вот в этой стезе? Строю дом. Отлично! Вот все вы продюсеры так сразу говорят, ой, вы знаете, там сложно, там открыл школу, вот все, строю дом. Отлично. Отлично, строю дом. Не, ну, сейчас, конечно, немножко арт-платформу, мы наш центр искусства переводим в такую дистанционку. Да и, в принципе, лучше детям учиться все-таки себя дисциплинировать и дома, чтобы они учились как-то. С одной стороны, с другой, готовлю выпуск английского альбома. И работаю еще над всякими другими песнями для других исполнителей, не только из нашей страны. И даже делаю альбом одной исполнителя. Поэтому, ну, в основном музыка и, так скажем, организация в моей жизни, вот, ну, и строительство. И строительство дома, естественно. Вот, ну, в основном так. Ну, это моя мечта, это как бы я больше человек земли, поэтому я вырос на земле. То есть сейчас никаких онлайн-концертов не планируется? Нет, да? они онлайн есть концерты, то есть я не говорю о том, что это какая-то там какое-то прям супер событие. Это нормально, мы должны были на самом деле давно так делать. И хорошо, что сейчас пришли к этому, поэтому где-то участвую в благотворительных каких-то вещах. Освободилось время для этого. Общаемся с Лаймой, общаемся с Айовой, общаемся с там, многими, там, с Галыгиным. Мы недавно собрали деньги для хосписов белорусских в Москве. И на самом деле вот какое-то общение, сейчас больше сближаемся и думаем какие-то новые проекты делать. У нас есть к тебе еще одно небольшое Опять испытание. игра. Это уже не игра. Это небольшой опрос в формате блица. Максимальное время на ответ 10 секунд. Я вижу по глазам, ты готов, ты здесь, Я ты уже с на все нами. здесь готов. Это будет проще, чем интерактивы. Поехали. Кем ты мечтал стать в детстве? Эльфом. А ты им и стал, собственно, в одном из своих клипов. А если бы ты не стал музыкантом, чем бы ты сейчас занимался? Я бы был, наверное, футболистом, потому что я занимался профессиональным футболом. Твое самое главное достижение в жизни на сегодняшний момент? Семья. А самое главное разочарование в жизни? Не знаю. Разочарований нет такого. Прям. 3 совета. Я доволен жизнью. 3 совета от тебя ребятам, которые только начинают заниматься музыкой. Не бояться и экспериментировать. И еще один совет. 3. 3. Слушать. Отлично, мне кажется, ты хорошо справился. Юра, у тебя для наших телезрителей есть подарок. Расскажи, пожалуйста, про него. Да. Стоит просто, он, не знаю, запалился же. Ну, не сильно запалился. Подарок «Подяка сердца». У нас остались просто совсем немного уже этих, так скажем, штук. И это такая флешечка. Это все на флешке. То есть альбом, пожалуйста, все переходите уже на флешки. Хватит уже диски и забудьте про кассеты и пластинки. На самом деле пластинки я всем, конечно, очень бы желал иметь эти проигрыватели дома, но это уже дорогое удовольствие, поэтому, думаю, флешки и интернет — это самое то. Ну что ж, а чтобы получить этот замечательный приз и массу других призов, наши правила остаются неизменными. Вы должны подписаться на аккаунт нашего гостя, на аккаунт шоу «Подъем», быть максимально активными в нашем аккаунте в течение 7 дней. 9 самых активных подписчиков получат призы.
Ну вот никогда мне не нравились фильмы с открытыми финалами. Почему нельзя поставить конкретную точку? Понимаешь, Леша, открытый финал оставляет надежду на счастливое продолжение. Как-то не уверенно. У меня на самом деле другая тактика. Я ставлю уверенную точку на сегодняшнем эфире, а завтра в этом же месте, в это же время будет счастливое продолжение. Ну тогда будем вас ждать. Пока-пока. До скорых встреч. Чао.